Добрый день. Мы рады приветствовать вас в студии «Точки зрения». «Точка зрения» — это то место, куда может прийти каждый и высказать свою позицию относительно любого интересующего его вопроса. Сегодня в нашей студии мы продолжаем обсуждать мероприятия Года патриотизма и непосредственно указ главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева о проекте, который будет запускаться в этом году, будет стартовать в этом году, и называется он «Мы – будущее России». В нашей студии сегодня интересные гости, которые абсолютно точно имеют свою точку зрения. Разрешите представить вам Вячеслава Владимировича Литавина, это президент Федерации Республики Саха-Якутия по самбо и спортивного клуба «Славутич», а также Лойко Игоря Викторовича, вице-президента Федерации Республики Саха-Якутия по дзюдо и самбо. Коллеги, добрый день! Очень рада вас видеть сегодня здесь. И, конечно, задаю вам вопрос, какой смысл вы вкладываете в понятие патриотизма? Что это для вас? Ну вот, если же мы начнем с этой темы, я могу сказать, что 70% от к этой дате именно юбилейной, которая связывает нас всех, делает наш праздник и подвиг наших дедов, наших отцов, там, прадедов, которые действительно отдали жизнь за эту великую победу. 70% героев Советского Союза и России – это люди, которые занимались самбо. Что является для меня, вот, допустим, как президент Федерации самбо, занимающийся этим видом спорта, у нас есть такая программа самбо-школы, самбо-вузы, которая в себе предусматривает именно патриотическое воспитание, именно воспитание силу духа, силу воли, так как самбо же это, вот видите, воплощение как раз всех тех видов борьбы, которые есть в нашей многонациональной стране, да, и почему, вот, кстати, Владимир Владимирович об этом говорит, что национальный вид спорта самбо, да, который должен сегодня входит, кстати, в программу ГТО, готов к труду и обороне, да, поэтому что все связывает от нас, как самбистов? Мы хотим, чтобы дети, занимаясь самбо, в том же понимании и занимались патриотическим воспитанием. Что мы несем? Вот я, допустим, как человек, который преподаватель, там, тренер, президент, да, мы часто разговариваем на эти темы с ребятами там, в поездках, там, в клубе, и я всегда объясняю, вот, обширно, да, вот, допустим, у нас вот сегодня исковерк идет такое перевертывание, да, вот этой победы, допустим, элементарно, вот я сейчас, чтобы кратко, время мало, говорят, допустим, погибло 27 миллионов наших соотечественников во время Великой Отечественной войны. Все думают, ну вот мы, наверное, закидали эту победу трупами наших там людей, там солдат. А на самом деле, я объясняю, говорю, ну это на самом деле не так было. 6 миллионов это воины, которые погибли, а все остальное это мирное население. Вот когда ты это детям рассказываешь, дети начинают понимать, что да, действительно, то есть мы не просто закидали, мы просто, да, погибло много мирного населения, а не воинов, поэтому мы действительно победили в этой войне, и поэтому ее не дать надо, чтобы ее поменяли, изменили, там, да, поэтому я больше считаю, что надо вести диалог с молодежью, рассказывать больше рассказывать этих исторических моментов. И вот в частности мы, как самбисты, проводим замечательный турнир, 3-й турнир проходит, посвященный героям-речникам и героям Великой Отечественной войны, который проходит на базе речного училища 3 мая. Мы проводим этот турнир благодаря ЛГБУ, такое есть Ленское бассейновое управление, там, и они нам помогают. И такой турнир хороший, кстати, ветеранов приглашаем, делаем там подарки, проводим патриотическое воспитание. Поэтому в целях общего такого объема, да, как Федерация самбо, мы, конечно, за то, чтобы увековечивать именно героические подвиги наших воинов, рассказывать об истории. Вот это вот, наверное, и есть патриотизм. Патриотизм это... Ну, то есть логика такая, спорт – это прежде всего самодисциплина. Да, если ты занимаешься собой как проектом, то есть ты понимаешь, что ты вкладываешь в главный проект своей жизни, которым сам и являешься, да, ведешь здоровый образ жизни, заботишься о том, какие мысли у тебя возникают в голове и каким постулатам ты следуешь по жизни. Это и есть определенный патриотизм, то есть ответственность за себя и за тех, кто рядом
рядом с Да, тобой. конечно. Отлично. Ну, еще мне понравилась очень одна мысль, что не нужно обязательно искусственно привязываться к определенной какой-то исторической дате и только в этот момент активизироваться и проводить какую-то работу, да. Она чаще всего, это фальшь, она чувствуется детьми, подростками, и она не заходит в них. То есть они не верят этим людям, которые активизируются только в определенные даты. То есть нужно идти к чему-то через проект, через проектную деятельность, либо идти через увлечение ребенка спортом. Ну, то есть самая главная ваша задача, скорее всего, не вести разговоры с детьми, а все-таки тренировать их, но тем не менее эти две вещи идут неразрывно рядом и дают определенный эффект. Согласен. Я еще могу добавить вот к вашему, что вы сейчас сказали, вот как раз и заключается, что вот занятие именно каким-то определенным видом спорта, вот дзюдо, самбо, вот как мы этим занимаемся, этим видом спорта, я хочу сказать, что мы как раз в процессе тренировки и тренировочного процесса, а это же бывает и лагерь, это бывает УТС, где мы просто разговариваем с ребятами, просто беседуем, разговариваем на разные темы, связанные там, что происходит внутри, допустим, страны, что такое патриотизм, что, вот, допустим, ну, вот возникает множество вопросов, что происходит сегодня в мире. Медийное пространство, люди, дети загружены вот этими всякими информационным пулем, да, и они действительно, у них там каша такая, да, и они задают вопросы, как нам объединиться, что нас объединяет, что нас держит и что нас делает такой великой там страной, как идти правильность. Поэтому я, допустим, на эти вопросы отвечаю, ребят, вот первая задача ваша, занимаясь спортом, ты должен четко понимать, что занятие спортом в тебе прежде всего воспитывает физическое, моральное, устойчивое, да? А дальше ты уже сам должен усовершенствовать, то есть в школе, семья, не проходи мимо там никакой-то справедливости, помоги бабушке, помоги дедушке, да, вот с этого же все начинается, вот это культурное воспитание, и тогда даже на самом вот просто элементарно построение идет, да, вот мы построили, да, поздоровались, зашли, все в одной форме, это уже дисциплина. Вот с этого все начинается. Вот тут у вас сидели, передачи у вас были ребята, которые говорили там комсомол, там, то есть это октябрята, это пионерия, комсомол. Вот так же и здесь, я думаю, что... Ну, это очень хорошая идеология в свое время была для нас, да, она систематизировала нас, она нас приводила к общему знаменателю, мы стремились, мы ждали этого возраста, когда нас там комсомол, например, примут, или там в пионеры, в октябрята. Здесь тоже, в общем-то, есть какие-то определенные моменты, которые заставляют нас подумать о том, что нам нужна альтернатива того, что было когда-то в нашем поколении. И, может быть, это спорт действительно, почему бы и нет. ГТО. Конечно, это конечно. уже... Да, спорт очень много дает. Вот вы знаете, у нас же, как получается, дети приходят с 5 лет и занимаются до 30 лет. То есть мы с ними проживаем, начиная дошкольную жизнь, школьную жизнь, и плюс уже, как говорится, уже взрослую жизнь. И мы с ними занимаемся, начинаем их учить там, кувыркаться, там, как говорится, отрабатывать приемы. Вот, и проживаем с ними всю жизнь, как говорится, интересуемся, как вы учитесь в школе, чем занимаетесь. Вот наши тренера, да, я вот все время, как говорится, хочу их отметить. Ребята в большинстве своем, 80%, работают на энтузиазме. Это разве не патриотизм? Да, конечно. Это же вот именно воспитание детей, правильно? Через них, да, мы передаем тем же детям, как говорится, через своих учеников, через тех же тренеров, как правильно воспитывать детей, что нужно вот именно им доводить до их мыслей, чтобы они родину любили, там, родителей уважали, там, как говорится, маленькую родину свою любили тоже, чтобы в армии служили, шли, не боялись, чтобы могли себя защитить, как говорится. Ведь в стране-то нужны здоровые ребята, здоровые девчата, которые действительно могли проявить свой патриотизм. Правильно? А ваша федерация в каком году была основана? Ну, у нас там были, федерация вообще самбо, оно начинается где-то с годов, так сказать, 40-х здесь, потому что и при МВД еще было здесь, да, и все, но были же всякие переломные моменты. Да, и спады были, и подъемы. Вот в данный момент, страна менялась. Да, все это было, поэтому, честно сказать, конечно, у самбо большая здесь история, если взять по самбо. И дзюдо сегодня дает большие, вот Игорь Викторович об этом более подробно может рассказать. Про самбо вот у нас девочка наша Салдана, чемпионка мира, да, у нас очень хорошие задатки. Ребята же, вольная борьба, вот у нас был даже проект, который мы там пытались там с вольной борьбы перетянуть в самбо, конечно, это невозможно. Я считаю, что всегда должен человек
заниматься каким-то определенным видом спорта. Хотя у нас ребята многие Переходят, в МВД, да? которые переходят. приходят в МВД с Кто-то вольной борьбы, нашел себя в вольной Хапсагая, борьбе, и приходят нашел себя в в самбо. самбо. И сегодня дают хороший результат. У нас команда вот последний раз в Амурской области заняла первое место. Сейчас вот едем в Чебоксары, готовимся. Поздравляем. Едем на чемпионат России по боевому и спортивному самбо, ребята. Поэтому, а ребята такие же простые, все работают. Кто-то в МВД, кто-то там в Росгвардии, кто-то просто на стройке, кто-то еще. То есть ребята взрослые, но тем не менее уделяют время этому виду спорта. Поэтому вот про патриотизм я могу сказать еще раз, если вернемся к этой теме Да, обратно. конечно. Я хочу сказать, что общество – это самое главное. Вот мы, работая, вот, допустим, в клубе «Славыч», мы всегда ведем беседу с нашими родителями. Собираем собрания, совещания, там, или назвать как это угодно, да. Мы разговариваем на разные темы, допустим, вот, задают родители, что мне, как вот вести сегодня, вот ребенок там, он какой-то вот не сдержанный, вот что-то в школе там не получается. Я говорю, вот мы все должны с ним вести работу. Потому что если мы как бы, вы там в социальных своих погрязли, да, мы как бы относительно отнеслись там поверхностно, да, и что-то не заметили, где-то что-то упустили, Да, вот этот процесс, потеряли, и потеряли. как ребенка. говорится, А вот процесс если мы все вместе наблюдения будем за за ним детьми, смотреть, всё. как это было раньше, да, то есть школа, семья, государство, все это смотрит, потому что это же будущие наши граждане. И вот если мы где-то их что-то упустили, значит, мы их потеряли. Вот А задача. по городу Якутску какое количество молодых людей ходит к вам? Вот смотрите, вот у нас 5 лет назад, да, где-то занималось порядка 2000 человек. На сегодняшний день желающих, мы вот примерно так подсчитали, да, где-то порядка 5000 человек. Ну, места нету, зал нету, ставок нету. Вот про что я говорил. Ну, то есть потребность есть, и Очень сильная не всех потребность. вы можете удовлетворить Сегодня своим популярность, вниманием, это да? можно сказать. Не, ну мы сейчас вот благодаря главе республики, я думаю, благодаря Да. исполнительной власти республики, я думаю, мы перебьем этот процесс строительства спортивного комплекса, который будет называться «Дзюдо и самбо», центр действительно подготовки. Почему? Потому что у нас действительно есть результаты. Есть чем похвастаться. Вот как говорят, да, там без спорта и нечем похвастаться. А у нас сегодня 2 члена нашей сборной России, которые, да, по дзюдо, я говорю, которые претендуют в состав олимпийской сборной. Поэтому дай бог, чтобы у нас все получилось, и мы пошли по такому плану, то, конечно, будет результат. Ну, у нас не только 2, у нас где-то порядка сегодня 10 Нет, в человек. составе сборной. А, Я в имею в составе виду, сборной. который в олимпийскую, да. Порядка где-то, раньше было 1-2 человека, там, чемпионы России, чемпионы Европы, там где-то призеры там, и чемпионы мира. Сегодня у нас около 10 человек, претендентов на чемпионы мира, Европы, а также России. То есть и ребята, единственная наша проблема в чем? То, что мы детей здесь ростим вот с малых лет, да, и они уезжают в другие города. То есть мы поставляем готовые кадры. Нам это жалко, понимаете, наш труд уходит достояние другим. Вот. Я очень вас понимаю. Ну, Я тоже являюсь патриотом Республики Саха-Якутия и очень хочу, чтобы все наши выпускники возвращались к нам, и люди, достигнув пенсионного возраста, не покидали пределов Республики Саха-Якутия. Тоже делаю для этого все. конечно, это же республика вкладывает в своих детей. Конечно. Они должны возвращаться, они готовы возвращаться. Ну, о чем мы можем предложить? Финансирование. Не только мы, спорт, как а говорится, народное да. хозяйство где-то работать. В любую нужно, отрасль, да. конечно. У нас сегодня, посмотрите, что происходит в сельском хозяйстве. У нас сегодня, вот я всегда говорил, вот, приток населения, вообще я говорю, генофонд наш, это же деревня. Смотрите, что происходит в деревне. Народ уезжает в город, деревня опустошается, живут Миграция, одни да. пенсионеры, это очень опасно. А с города все А стали. это надо наоборот, идти туда, там разговаривать, там общаться, сделать так, чтобы молодежь возвращалась, приезжала, им было. Хорошо, там а интересно. теоретически можно вот подобные вашему клубы открывать в Улусах, как вы Конечно, думаете? Конечно. Мы А сейчас у нас этим работает занимаемся. в Нюрба, Хорошо, где уже открыты? Алекминск, у нас Улаханан, да. Да, Лохана, Мирный. Нет, ну мир Ну, мирный, удачный, да. да. Это же, по Удачно. сути дела, тоже точка притяжения для того, чтобы Кому? люди оставались на местах. То есть Конечно, это и конечно. рабочее место, и занятость твоего ребенка. Ну, мы вот сейчас с главами, с кем вот нам получается, там, вот, ну, те, которые люди действительно понимают правильно политику, ну, своих районов там, и так далее, мы стараемся с ними как-то контактировать, работать, объяснять. Ну, сразу же говорим, что ну, если мы вам отправим, допустим, учителей там, или преподавателей, там, надо, как говорится, с жильем решить вопрос. Обеспечить, да, минимальным набором. Зарплатой, чтобы семья там могла и в садик ходить, там, и, ну, как говорится, Но в учиться. любом случае это решаемые вопросы, Да, и это все перспектива решаемо, есть. решаемо. да, Я такая. думаю, что вот Александр Сергеевич сейчас политику правильно принял. Вот сейчас он набрал новую команду, и вот эти люди, которые пришли, вот сразу видно, что они взялись за дело.
профессионально взялись, понимаете. Они нас всех вызвали, с каждым поговорили, каждого выслушали. Все наши проблемы, как говорится, знают, понимаете. Я думаю, что если будет нормальное финансирование и вот такое же продолжение понимания, ну, как вот сейчас происходит, я думаю, мы все вместе добьемся общего успеха. Ну, если будет опять, знаете, вот денег нет, там, того нету, то, конечно, результат будет такой же. Ну, в любом случае, я очень желаю, чтобы ваше объединение росло с каждым днем, чтобы вы становились на ноги все крепче и крепче на всей территории Республики Саха-Якутия, и чтобы мы с вами с уверенностью могли сказать, что мы с вами растим будущее Якутии, 100%. воспитываем их. Я желаю успехов, удачи, надеюсь, что еще не раз вы будете гостями точки зрения. Спасибо. Спасибо большое, до свидания.